Слово предоставляется Таджикскому медийному совету. Спасибо, господин председатель. Ситуация со свободой СМИ и выражением мнения в Таджикистане остается сложной, особенно в связи с последними событиями в стране. Если в январе этого года мы опасались влияния экономического кризиса, теперь можно говорить о влиянии общественно-политической ситуации, которая отрицательно влияет на свободу слова в Таджикистане. Доступ к информации, как всегда, остается актуальной для таджикских журналистов. Сентябрьские события в стране обострили ситуацию, они способствовали усилению госпропаганды, применению языка вражды и однобокому освещению событий. К этому еще 30 июня 2015 года президент Таджикистана подписал протокол заседания правительства Республики Таджикистан, согласно которому все государственные ведомства должны передавать свои сообщения и пресс-релизы Национальному информационному агентству ХОВАР, а другие СМИ могут использовать официальную информацию теперь только со ссылкой на это издание, что создает серьезным ограничением доступа и к общественно-политической информации, независимым средствам массовой информации и государственную монополию на официальную информацию. К сожалению, власти Таджикистана не признают в лице независимых СМИ журналистов представителей четвертой власти, а скорее всего хотят увидеть козлов отпущения. Уголовный кодекс Республики Таджикистан содержит статьи, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление представителя власти и публичное оскорбление президента Республики Таджикистан. Тем самым обеспечивается особая защита представителям органов власти от критики. Статьи, посвященные клевете и оскорблению, были перенесены из Уголовного кодекса в Гражданский кодекс. Тем не менее, в Таджикистане продолжается практика подачи исков против средств массовой информации. За 8 месяцев текущего года мы имеем 5 исков против независимых средств массовой информации. В 2014 году, еще год тому назад, были внесены дополнения в закон о правовом режиме чрезвычайного положения, разрешившие правительству в случае объявления чрезвычайного положения поручить компаниям мобильной связи лишить своих клиентов доступ к телефонной связи. К сожалению, не объявляя чрезвычайной ситуации, был в сентябре ограничен доступ к телефонной связи, а также мессенджер СМС-сообщений. Несколько рекомендаций мы бы хотели рекомендовать, чтобы декриминализировали другие статьи дефамационного правонарушения в Уголовном кодексе Республики Таджикистан, а также обеспечили равный доступ всех средств массовой информации к источникам официальной информации. Спасибо.